Тэквондо – один из ведущих видов спорта в Калмыкии. Это боевое искусство, пришедшее к нам из Кореи. В последние годы оно активно развивается как соревновательный вид спорта. Так, воспитанники из Республиканской комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Калмыкии недавно вернулись из соседнего региона с 13 золотыми наградами. О том, как прошли соревнования и как развивается тэквондо в республике, в нашем материале. На базе спортивного комплекса Икрянинский в Астраханском районе юные спортсмены успешно выступили и показали свое мастерство не только в тэквондо, а также и в разделе пхумсе. Это комплекс формальных движений, демонстрирующий сущность духа тэквондо и системы технического искусства. По итогам состязаний сборная региона заняла второе общекомандное место. Ребята завоевали 13 золотых медалей, 1 серебряную и 6 бронзовых. Мы ездили на эти соревнования уже не первый раз. Как всегда, наши спортсмены выступили отлично. Я принимала участие как в соревнованиях, так и в судействе. Наши спортсмены выступили довольно-таки хорошо, приехали все с хорошим результатом, поэтому все молодцы. Мы ездили на соревнования, и все приехали с хорошим результатом. Мы очень много тренируемся, и я занял 2 золота. Это было тяжело. Я очень много участвовал, я занимаюсь 6 лет в пхумсе. Было довольно волнительно, и была большая конкуренция. Я хочу сказать то, что это новый опыт для многих спортсменов, потому что это были первые выездные соревнования. Я думаю, что это было довольно весело. Для многих юных спортсменов этот турнир был первым соревнованием вне республики, но благодаря упорным тренировкам у ребят развиваются навыки и улучшается техника. Это отмечают не только сами воспитанники, но и тренеры. А Руслан Самтонов привез не только своих воспитанников, но и выступил в качестве судьи. Были очень такие конкурентные выступления. Я помимо того, что как тренер, там еще и был судьей, арбитром по выступлению формальных комплексов. С одной стороны, конечно, это было тяжело, в том числе и в составе судейской бригады, судить своих спортсменов. Наши спортсмены, надо отдать должное, не подкачали, не ударили лицом в грязь и выступили очень достойно. Результат вы видели, 2-е командное место. Помимо личных выступлений были выступления пары. То есть парно мальчик и девочка соревнуются в синхронности выступления с другими спортсменами. Точно так же в парах наши спортсмены заняли тоже 1-е места. Важность занятий боевыми искусствами заключается в развитии физической формы, координации движений и самообороны. Теперь это стало доступно для всех желающих. Благодаря проекту «Духом сильны и едины» были набраны группы по адаптивному тэквондо для людей с ограниченными возможностями здоровья. В эту программу развития входят базовые общие физические упражнения, растяжка, дыхательная гимнастика, отработка техники рук и ног на специальном инвентаре. В этой секции у нас занимается порядка 10 детей с разными диагнозами. Но у каждого из этих детей есть возможность именно в нашем виде спорта реализоваться как спортсмен, выступать на соревнованиях, также аттестовываться на пояса, и приносить какие-то результаты. У нас общее количество спортсменов на сегодняшний день составляет 403 ребенка. Дети у нас занимаются с 5 лет, это спортивные оздоровительные группы. Также есть группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, и группы, соответственно, спортивного совершенствования. Развитие тэквондо в Калмыкии является важным фактором в развитии спортивной культуры и укрепления здоровья населения. Уверенность, физическая форма и дисциплина – все это достоинство тэквондо, которое благотворно влияет не только на спортсменов, но и на общество в целом. Алтана Кононова, Борис Санжураев. Информационная программа «День Республики».